Honda Fit Shuttle, регулировка клапанов сегодня у нас. Ставим новую прокладочку клапанной крышки. Ну, мотор такой нормально, да? Не сильно грязный. Ну да, чистенький. Ребята, всем привет! Сегодня у нас вот такое вот произведение искусства китайского. Такие батарейки. Никель-металл гидридная сборка. Какая-то такая интересная очень. Я такие элементы ни разу китайские не видел. Собранная батарейка кем-то. Так, Black. Это что ты знаешь? Похоже на этот а-ля титанат. Да, что-то а-ля такое, ага. Тут сколько рядов? Вообще до хрена. Раз, два, три, четыре, пять. Два ряда, да? 40 элементов. 40 элементов. Офигеть. Короче, мы вот это вот сейчас будем менять на литий-ион, на нормальный. Вот такой Prius 30 пришел в работу. Сюда будем ставить литий-ионную батареечку, сборочку. Корпус уже нам не понадобится. Корпус в очень плохом состоянии. Тут какие-то дыры. Пиленый, вареный. Да, то есть нету ни салазки крепежной. Здесь тоже все выпилено. Вот так вот, дыры. Короче, это будем менять на нормальную батарею. Собираем. Вот такую новую батареечку будем ставить. Prius 30. Новые шины. Новые контакты. Новые гаечки. Все новое будет. Новый корпус. Ну, другой корпус поставим, более живой. Не пиленный, не резанный. Нормальный, с контрактной батареей. Мозги тоже другие поставим на всякий случай. Короче, машину запустили твою. Запустил через колбу. Напрямую подал туда топливо. И подал туда 4 очка. В общем, у тебя что-то с топливным насосом. Видать, что-то вылазили. Либо что-то не так сделали. Либо топляк не подошел. Что-то, короче, такое. В общем, машина работает. Ошибки была по кислородному датчику. Кислородник поменял, плюс поменял, ну вот подкинул уже напрямую. И двигатель нормально работает. Все четенько. Короче, выяснил, почему у тебя не работает кислородный датчик. Кислородный датчик у нас находится 10 ампер, предохранитель. Цепь пошла от него. И тут предохранителя как раз таки не хватает. Сейчас поставим десятку. Ну и все должно заработать. Ошибку сейчас скинем, заведем. Так. Висела ошибка. Выходила она чуть-чуть попозже. Вот она. Вот эта ошибка. Сенсор HITR. Сейчас я ее удалю. И при предохранителе все должно работать по идее. Вот, все, завели тачку. Смотрим показания. Показания смотрим. Дютер-хитер. Уже пошли проценты, было по нолям. Ну все, начал работать. Ну отлично, что. Проблему решил. Машина заводная.
Но сейчас надо разбираться, что вы там с топляком намутили. Потому что в топливную лазили. Давление, когда уходит, как бы почему-то не работает машина сразу. Давки не хватает, говорит. Так, купили насос новый. Такой вот. ХКТ Corporation. Так. Взяли фильтр новый. Короче, новый фильтр купили, вот этот. И новый купили фильтр, вот этот. Все, будем сейчас станцию собирать. Так, ребята, всем привет. Сегодня у нас на обслуживании вот такой сети 200H. Короче, машинка у нас уже приезжала как-то на замер. Ну как, приезжала она к нам сначала на диагностику компьютерную. И компьютером было выявлено, что у него очень низкая емкость по ВВБ. Вот. Но замер как бы тогда еще мы со съемом не делали. Тогда клиент не хотел на это идти. Нынче мы ее уже привезли на эвакуаторе, когда уже емкость у нее упала до 0. Ну, в плане того, что энергии у него было 13,40 всего. И не смогла она после такого запустить даже двигатель. Потому что эти автомобили запускают свой двигатель с помощью высоковольтной батареи, электростартером, ну, электромотором. И в данное время она не смогла это сделать, потому что силы у высоковольтной батареи совсем не стало. Мы, и, в принципе, разобрали батареечку. Контактные группы у нас все вот такие. Вот, есть подгоревшие совсем пятаки. Вот такие вот, например. Это все будем сейчас чистить. Вот. Бывают контакты, когда здесь они грязные, но пятно контакта у него нормальное, вот как примерно вот в этом вот контакте. Но бывает, когда уже совсем плохо, что по пятну контакта даже грязь идет. Ну, то есть окислый. Вот этот вообще подгоревший. Вот тут уже и сопротивление контактов уже плохое становится. То есть пропускная способность электроэнергии через контактные группы уже не проходит. И это очень сильно вредит, потому что он замыкает отдельно каждую стоящую батарейку, и они начинают все по-разному заряжаться, разряжаться, и из-за этого тоже как бы ничего хорошего для батареи нету. Вот. Ну, удивляться нечему, батареи уже старые, это у нас 3-я генерация элементов. Уже в годах их не все подходят, и я думаю, что все, у кого 3-я генерация, уже скоро совсем уже приедут. Кто не меняет батарейки на контракт, либо на новое. Поэтому смысла их особо ремонтировать не вижу. Там уже емкостя ниже полтинника, поэтому как бы емкость вам мастер никак не добавит. Только заменой полностью всего ряда. На 80-ки там какие-нибудь, на 60%. Но это надо все батарейки менять. Это, во-первых, дорого. Экономически нецелесообразно. Лучше подкопить и купить новую батарею. Я так считаю. Вот. Ну, каждому, конечно, свое. Кто готов ремонтировать батарейки там безо всяких гарантий, приезжать потом через месяц, через полгода, все равно на ремонт ее ж не дальнейший, и опять вытряхивать с кармана деньги, пожалуйста, welcome. Вот, в любой автосервис как бы. Мы сразу отказываемся от ремонтов, где ниже минус 50% уже элементы. Я сразу прививаю либо литий ставить, либо новое, либо контрактное, хорошее. Года так 24-го, 23-го, в принципе. Вот, сейчас она проходит проверку емкостимерами. Сейчас будем смотреть, сколько остаточная емкость в каждом отдельном элементе. Ну и там будем давать вердикт на замену батареи или что с ней делать дальше. Ну, либо докатывать будет ее, как бы так. В общем-то. Обслужим, поставим на место, машину заведем сегодня по-любому. Будет ли она дальше долго ездить, неизвестно. Еще что могу сказать, что чем плохо кататься на таких низких батареях, ну, у которых низкие совсем
процентной емкости. Ну, емкость. Это то, что двигатель постоянно напрягается. Электромотор тоже напрягается. Это не очень хорошо для гибридной установки и для электромотора. То есть плохая батарейка тянет за собой гибридную установку и электромотор. Также плохо заводится двигатель. Ему сложно заводиться, потому что провернуть эту махину нужна сила тока. Хорошая прям. Хороший толчок. Вот. А у кого батарейка 20%, 30%, там она не может нормально этого дать. Она заводит еле как бы на кобы. То есть бывает даже если с холодного, так вообще плохо заводиться. Трудно и тяжко. Но тем не менее люди думают, если ошибки нет по 0,80, значит все нормально, можно дальше кататься. Но на самом деле это не так. Емкость очень сильно решает. Самое главное в батарее это емкость. Если емкость хорошая, основной массы элементов, но там 2-3 затесались такие, что у них ушла емкость, это еще все ремонтоспособно. То есть это все ремонтируется. 2-3 поменял, нормально. Но когда основная масса элементов уходит ниже полтинника, и там менять практически надо всю батарею, вот так вот, там 4 элемента по краям выживут, а менять надо почти всю середину, даже больше. Вот так вот бывает, надо менять отсюда и до сюда. Ну, тогда уже не стоит за нее бороться, я считаю, надо просто поставить контракт, либо литий-ион перейти. Как-то так. В общем, такая вот ценная информация для владельцев гибридов. Так, переделываем очередную батарейку на литий-ион. Пачку литий-ионных батарей я уже подготовил. Вот такая вот пачечка, 28 элементов лития нашего фирменного. Ну и в принципе вот эту вот пачку сейчас отсюда будем изымать, ставить сюда новую, и батарейка будет новая. Еще и будет литий-ион, то есть ресурс больше, не боится перегревов. Вот, как бы так. Нюансы по перезаряду мы сделаем, все будет нормально. Новые контактные группы опять ставлю. Вот в пакетиках все новенькое, новые гаечки. Теперь надо все это нормально собрать, поставить на машину. Кулер очень грязный, кулер мы тоже сейчас почистим, будет чистенький, столько бахромы там на нем много. Ну и все, в принципе, будет хорошая батареечка. Какой-то аккордеон у нас приехал сегодня вот с такой вот ужасно черной дроссельной заслонкой. Как он вообще работал, непонятно. Просвета нет никакого. Ну так тачка крутая, конечно. Короче, вскрыли мы тут, ужаснулись, и пиздец у тебя тут по электрике. Оставил, короче, фишки от Starline все. Что-то заизолировано, что нет. Здесь он вообще, провод он откусанный какой-то, короче, идет. Там провода у тебя откусанные идут. Стояло какой-то реле блокировки, здесь походу. все провода оголенные. Просто. Но. Тяп-ляп все. Фишки не вырезаны, ничего не вырезано. Сейчас будем, короче, с этим всем делом разбираться, смотреть, что у тебя по сигнализации было.
Ладно. Ковыряемся. Нашли тут у тебя реле блокировки. Старлайновская. Вот оно. Ну. Ну, плюс-минус на нее, и вот в блоке заблокирован. Ну вот, все. Соединяй по прямому. Сегодня у нас в работе вот такой вот вокси. У человека очень долго трепет мозг бензонасос. А трепет он у него, предыстория такая. В октябре месяце они отключили сигнализацию Starline. Вот эту вот. Блок вот тут лежал. Приехал этот воксик, говорит, у меня не работает, машина не заводится, короче. Ладно, мы в прошлый раз с Арменом раздербанили, бензонасос поменяли. Вроде у нас все заработало, все четко. Потом он вечером мне звонит, говорит, типа, у меня машина опять не заводится. Сегодня привозят ее на эвакуаторе. Мы лезем опять в бензонасос. В бензонасосе все в порядке. Бензонасос подключаем принудительно на питание. Все у нас работает. Бензонасос четко работает. Но питание на фишку не приходит. Оказывается, история такая. Когда они отключили в октябре эту сигнализацию, там остался реле старлайновское. Это у нас реле размыкания бензонасосом. И вроде бы почему у нас в прошлый раз машина завелась, а она очень просто, она работает, когда на нее идет питание постоянное. Потом она может замкнуться, когда отключаешь клемму аккумулятора, что у нас данный клиент и делал. Отключал периодически клемму аккумулятора, и после этого питание на бензонасос больше не шло. Вот так вот, короче, разобрались. Но сейчас у нас уже все работает. Держи-ка его. Проверяем. Запускаем бензонасос с помощью программы в тестовом режиме. Вот. Спит. Моторчик заработал. Питание идет, все хорошо. В общем, задача такая у нас сейчас собрать все назад. Вот это все безобразие. Электрик здесь работал прям лютейший какой-то, короче. Наколхозил капец. Тут что только нету. Все скрутки полностью, все не изолировано. Ну, Включи-ка насос. Насос? Ага. Сейчас включу. Скрутки не изолированные, короче. Куча проводов по всей машине розетована, как лапша. Там откушено, там раскусано. Короче, мы заколебались тут сегодня весь день с этим воксиком. Вот, вроде бы нашли причину, самое главное. Все, 12 идет вольт. 12,4. Ну и все, четко. Собираем станцию, собираем все назад и будем отдавать клиенту. Тачка у нас заработала. Осталось собрать немножко магнитолу. Все. Набивает. Ага, набивает батарею. Вообще разряжена в ноль почти. Все, воксик от нас уехал.